Всем привет! Меня давно не было на канале. С братишкой едем в село Майя работать, устанавливать приточные клапана Домвен, новостройку. В мае я был летом у Руслана Габышева, гостил, а сейчас еду работать. Сейчас у нас сколько? 5:40 утра. Едем на паром. Паром сейчас останавливается на другом месте. И будем сейчас по карте его искать. И засниму там, как все это дело происходит. Говорят, большая очередь. Поэтому очень-очень волнуемся, что там будет большая очередь и так далее. И пораньше выехали. Короче, сейчас паром останавливается вообще на другом месте. Еле-еле вот дорогу нашли. Далеко от города. Вчера звонили в это речное пароходство. Сказали, что едет по наполняемости. То есть времени нет, графика нет. Поэтому с утра езжайте, сказали. Едем. Ни одну машину еще не встретили ни оттуда, ни отсюда. Поэтому перспективы на сегодняшнее утро не очень положительные, ребята. Так, короче, подъехали к переправе, но тут стоят очень много машин, оказывается, все грузовые, легковых вообще не видно ни по дороге, ни здесь. И не знаю даже, попадем мы сегодня в паром, первый паром или нет. Вот и паром стоит, машин очень много, оказывается. Пока не пускают. И вот так вот все нахлёст стоят. Мы там дальше стоим. До сих пор сидим, пока не запускают. Вот машины вот так все стоим. Сейчас, если откроют, то начнется уже бардак, там, возможно, ДТП, да. Если кто-то не захочет уступить дорогу. Вот такая вот проблема у нас постоянная. Ну, летом еще более-менее порядочно, а сейчас вот паромы не ходят, поэтому люди вот так вот лезут. Ну и мы тоже, собственно, будем лезть. Начинаем заезд в паром. Эта машина уже 2 машины поцарапала, поэтому я решил его пропустить. А то сейчас ДТП будет и будем стоять тут, пробку создавать, поэтому решил уступить, но за ним тоже там колонна стоит, поэтому дальше не знаю что. Ой, вот так, ребята, 3 ряда сзади у нас и все лезут, и вроде бы должны сейчас попасть. Заехали в паром, прям вот так притык стали, не выйти, не зайти, грубо говоря. Хотел снять, как идет ледоход, да, но не получится, видать, так застряли. Тот раз один мой подписчик отправил посылку мне и Руслану Габышеву, и как раз сейчас еду туда, где живет Руслан Габышев, и ему тоже вручу, отдам. Поэтому есть какая-то вот такая еще у меня маленькая миссия, да, вручить вот посылку из Атырау, от Игеубека. Игеу — это, оказывается, напильник, да, по-казахски, а у нас Иги — это тоже напильник. У нас Иги, а по-казахски Игеу, оказывается. Вот такое вот красивое имя у человека. Рахмет тебе за подарок. Я себе оставил ботнот, а Руслану ага отдам кружку, шоколад, открытку и брелок дамбры, а себе оставил записную книжку. Река Лена замерзает потихо. Уже замерзла, сказать. Вот ледокол, получается, пробивает дорогу, чтобы паром мог передвигаться. Вот еще место осталось.
застряла, стоим, ждем. КамАЗ начал дергать и задним ходом бампер ударился. Через переднюю дверь не мог выйти, поэтому перебрался сюда. Коробку все сюда скинул. И вот так потихо, чуть-чуть сходил на улицу. Че, брат, как дела? Плохо. Плохо, да? Во сколько с дома выехал сегодня? А? 5:30. 5:30. Сейчас сколько? 11:30. И до сих пор еще не выехали, да? 6 часов, что ли, мы с тобой тогда тут торчим уже? Получается так. Машина осталась, вот это. Вот оттуда. Вот ледоход. И за ним сейчас поедем. Прямо рыпата. Мы сегодня успели на последний паром по осеннему тарифу, оплатили 1000 рублей. Уже сейчас отсюда поедет обратные пути уже по 7000 рублей на эту машину. То есть вот такой резкий рост цен будет в связи вот с погодными условиями. На этом берегу вот мы уже приехали, но почему-то стоим, еще нас не выпускают. Говорят, здесь очень много машин ночуется вчерашнего дня. У многих, говорят, бензин закончился, у многих еда закончилась, поэтому тут, говорят, творится жесть. И завтра мы будем возвращаться обратно, и через всю эту процедуру тоже должны будем проходить и возвращаться в город. Это вообще жесть. Паром, говорят, один раз с города сюда едет, и отсюда один раз в город едет в день, и все. Так что жесткая толкучка будет завтра у нас. Вот машины стоят и ждут. Вот наш паром. Там, короче, пробки, говорят, машины застряли в песке. И там трактора сейчас вытаскивают. Поэтому нас не выпускают отсюда. Выехали Будовые, сказали, езжайте, а маленькие машины лучше не езжайте, сказали, потому что там дорога еще не сделана, но все равно все поехали. Сейчас, может быть, там они застрянут и у нас будет пробка. Вот эти пески, наверное. У нас как бы 4 ВД, С-кубик, в принципе, должны проехать. Она, Лена наша. Вот и пробка. Вот там, видать, машины стоят. Маленькие машины застряли. И вот стоим, ждем. Вот, поехали. Главное, солнце светит. Выехали на трассу, едем в сторону село Мая через Нижний Бестях. Время сколько, брат? 4. А? 4. 4 часа. Рабочий день почти заканчивается, а мы еще не доехали. А вот приехали на объект, встретил родственника. Тут, оказывается, электричество протягивает.
сказал, сейчас подключит нам лампу здесь. Мы будем работать. Это первый объект, потом поедем на второй объект вечером. Готовим пельмени. Вот здесь спали вчера. «16 ставили сегодня, вчера тоже 16. Итого 32. И после обеда должны ставить 26 штук. И завтра 23. И домой. Вот руки работающего человека. Наверное, многим интересно, что же мы ставим. Мы ставим вот такие приточные клапана. Вот здесь воздух проходит, дует на радиатор, нагревается, и постоянный приток воздуха вентилирует квартиру. Вот вчера мы сюда приехали, здесь полностью было плотное стекло. Вот следы, видите, остались от влаги, да? Вот здесь все было в каплях, а сегодня их уже нет, мы его поставили вчера. Если кому надо, обращайтесь тоже. Дорогие друзья, вот Руслан Ага приехал на объект. Вот я ему вручил шоколадку, кружку и вот открытку от Игиубека. Сәлем, Руслан. Игиубек, салам, казахский народ. Спасибо за подарок, внимание. Ага. Мы очень рады за такое дружеские отношения. Пусть наши отношения укрепятся. Ага. Вот. Спасибо большое. Давай. Спасибо. Всем привет еще раз. У нас последний клапан остался. И как обычно бывает, последний самый слабкий, потому что у нас мешали мешки. Мы еще туда его отодвинули. Сделали себе тут пространство. И весь процесс сейчас вам покажу. Подписываем акты. Самый важный момент после работы. Прорабы объекта. Артика Строй. Главный инженер. Все, закончили. В этом доме поставили 56 штук. Артика Строй. Подрядчик. А в том доме поставили 23 штуки. Компания Мегинстрой. Эти дома строятся по программе переселения из ветхого жилья. То есть вот из таких домов
людей переселяют на новые квартиры. Это госпрограмма, которая очень долго работает у нас в Якутии. И очень многие люди благодаря этой компании, этой программы приобретают новый дом. Вот узоры наши национальные. Вот там еще пока фасад еще не закончен. А с этими подписали, а с теми сейчас поедем на их контору и там подпишем. Приехал на вторую компанию подписывать акт Мегинострой. Подписываем акт Мегинострой и домой. Все, выехали из село Мая. Сейчас в Бестяхе пообедаем и поедем на паром. Позвонил, сказали, что сейчас они загружаются и поедут в город. То есть мы сейчас не успеем. Будем испытывать судьбу на вечерний рейс, последний рейс. Не остаться бы на берегу на ночь. Не остаться бы. Сахалы кафе. Тугини. Дальше. Меха рис. Рис, Он бывает это. Бывает это вот. Ага. Что вот это? Говядина, И не вон. 3 кила. Хорошо. Абидавин. Вон и пирожки с мясом печеной. Кеды. Банана. Хас хлеба где? Хлебик üst хлеб olsa. Ekmek dengan. Биски. Так, взяли суп из потрохов. Рис с говядиной. Пирожки с мясом. Это все у нас, короче, 850 рублей. Это наша национальная кухня. Кафе называется Якутяночка. Подъехали на паром. Вот стоит последний паром на сегодня. Вот машины стоят, здесь дорогу делают. А мы вот здесь стоим. Ждем, пока здесь пропуск сделают. Попадем или нет, даже не знаю. Вот я сегодня звонил на паром, когда только выезжали, спрашивал, когда, что, они сказали, мы стоим вот на этом берегу, сейчас скоро туда поедем, сказали. Но они стояли и ремонтировались, оказывается. Так что если мы сейчас попадем, будет очень круто. На этом все, друзья. Будем ждать паром. Надеемся, что попадем сегодня в город, в дом. И пока будем ждать, сейчас буду монтировать. Поэтому на этом наш выпуск заканчивается. Всем пока, всем спасибо. Кстати, забыл. Спасибо, Рахмет, Ержану из Жана Озина. Он мне отправил дамбру. Сейчас он в пути. Я ему отправил хамус. Тоже в пути. Поэтому скоро у меня будет дома казахская дамбра. Так что, Ержан, Рахмет тебе.